переводить. Каждодневные формы сопротивления. Поворот к натуре, пеленгование повести. Это как это рассказать? Обработка новости или что? Да? Это реальность. слежение внимания над рассказами и сооснование. Под оккупацией каждый жест может быть проявлением силы, которая позволяет выдержать и сохранить смысл жизни. Выставка «Каждодневные формы сопротивления» рассказывает о способах давания себе рады в ситуациях конфликтов, военных или катастроф экологичных, когда какие-то либо ранешние методы не проверились. Троска, враждливость, внимание. Тоска. Что? Троска — это тоска, не? Троска. Вот, спасибо. Работа. Будем вместе перевозить. Забота, внимание, уважение. Да, которые были культурово-женской доменой, практикованы были в оккупируемой Палестине, а также в Европе становятся альтернативой в отношениях, которые основываются на Помощь. насилии, хиерархии и использовании. Да. Выставка это является результатом многолетней работы группы художников. Эффект, который в эффекте 4 лет резиденции художественных путешествий, исследований и работы на территории Палестины и Польши. Сопротивление понимается в этом проекте, в этой выставке как основание, как пеленгование. Это представление ежедневных ритуалов и архетипичных рассказов. Ну, я не знаю, это форма близости к природе и практике памяти. Архитектура этой выставки всей повстала с основными тремя R, то есть ограничением, по-английски reuse, то есть использование поновное, recycle, это рециклинг. Коллектив в своих работах ограничивает надпродукцию и переделывает мусор и также использует разные, одалживает, материалы. Да, такие же действия отбываются на палестинских обозах для беженцев. И хоть скорее всего это больше из-за чувства отсутствия, чем усведомленное решение.
Это как у нас пластиковые рекламные пакеты, мы всегда используем раз в 10, как минимум. Что тут еще важно? Короче, будем смотреть, да, будем смотреть. Будем смотреть и пробовать разгадывать. Именно в искусстве это часто бывает так, что какие-то вещи это загадка, которую надо отгадать. Ну, вместе надо отгадывать. Это, знаете, меня припоминаю, поход современной искусства, это поход в магазин. Там всего много, но не обязательно. Вот, кстати, если вы не знаете, видели, чтобы поддержать людей, наверное, собесится, и вот они сделали такой флаг. Давайте будем разбираться все вместе. Кураторша — это тот человек, который все тут организовывает, чтобы ничего не распалось, чтобы все выглядело красиво, подбирает что где должно стоять. Ага, хорошо. Вот, а пока пойдем. Будем искать куратора. Нам рассказала. А где начало? Хороший вопрос. Это инсталляция? Не знаю.
gościć na tej wystawie. Jak pewnie zdążyliście się zorientować, to jest taka wystawa, która została pomyślana trochę jak dom, trochę jak miejsce, które zaprasza gości, jest na nie otwarte. Мне очень приятно, что вы сюда пришли. Мы подумали на эту выставку как выставка, которая была бы таким домом, открытым для приходящих людей. Jest tym bardziej jakby istotne w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się z Aleksander Gwiazdowski. Так, там, вообще в этой институции, да, перешел новый директор, у которого другие совсем политические погляды, поэтому это какая-то сложная для них внутри ситуация, когда кураторы делают одну выставку, а погляды директора совсем другие. Ну, вы, наверное, понимаете, что тут потихоньку, да, тут потихоньку все проходит. Została zainspirowana moim spotkaniem z Palestyną. Ja prowadzę w Zamku Jazdowskim program rezydencyjny, program pobytów twórczych dla artystów, który staram się też wykorzystywać jako narzędzie pracy kuratorskiej, do wymyślania projektów, do odkrywania różnych miejsc na styku naszej kultury. Так, я веду программу «Резиденция». Это когда художники приезжают в какой-то другой город, страну, смотрят, исследуют ту территорию, в которой они находятся. И в моем случае это была Палестина, которая была для меня интересным местом исследования такой состыковки разных культур. Место, как, наверное, вы знаете, в Палестине есть Очень Palestyna jest od 70 lat okupacją. Te obrazy, które my mamy na temat Palestyny, bardzo często są takie stereotypowe, wiecie, zmilitaryzowane, terroryści, nie wiem, przemoc, militarna przede wszystkim, wojska, tak, konflikt. To są takie słowa klucze, które się pojawiają, jak myślimy o Palestynie. Ну и, наверное, вы знаете, 70 лет, как Палестина находится под оккупацией, и то, что как мы представляем, как увидит Палестина, это немного совсем что-то другое, чем на самом деле выглядит Палестина. Dzięki temu projektowi, dzięki moim pierwszym podróżom do Palestyny,
zobaczyłam, że ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Spotkałam się tam z radykalną gościnnością, z dużą troską. Wyjechałam z 6-miesięcznym dzieckiem po raz pierwszy do Palestyny i z moją mamą, tak więc nagle okazało się, że to jest miejsce, które jest naprawdę bardzo serdeczne, bardzo otwarte, bardzo gościnne. Когда выехала первый раз в Палестину с ребенком, я поняла, что там люди все очень гостеприимные и очень желающие помочь тебе, поддержать тебя. A jednocześnie Palestyna jest przez cały czas poddawana opresji. Tak przed chwileczką tutaj kończy się performance słuchowisko, które na przykład opowiada o opresji, która jest stosowana za pomocą tworzenia zjawisk pogodowych, tak? Chmur, opadów deszczu, kontroli wody. W 100% woda w Palestynie jest kontrolowana przez Izrael. Czy na przykład ochrony środowiska i niemożności zbierania roślin, które tradycyjnie są wykorzystywane do kuchni, w kuchni palestyńskiej, jak tymianek albo na przykład szałwia, czy na przykład obsadzania, zalesiania terenów Palestyny, które wydaje się, że mogą być czymś pozytywnym, a tak naprawdę jakby zalesienie następuje gatunkami inwazyjnymi. Ну и насколько тут в этом месте, там где была небесная голубая заслона, там был такой аудиопроводник, рассказывающий про то, как в Палестине, ну то, что мы не знаем, как контролируется количество воды Израилем, как контролируется опады, в смысле дождя, создаются искусственные тучи, а также постепенно выводятся все такие растения, как тымянок, которые активно используются в кухне. И казалось бы, что за заселение лесами это что-то хорошее, но на самом деле это делает Израиль для того, чтобы выэлиминировать все остальные какие-то виды растений, которые были там натурально. Ну и вот такая постепенный расклад, который делает Израиль в Палестине. Więc ta Palestyna stała się dla mnie trochę taką metaforą tego, co obserwujemy we współczesnym świecie, to znaczy i konfliktów społecznych, i konfliktów ekologicznych i też tego, że skoro przez 70 lat nic się z tą sytuacją jakby nie dało zrobić, jest ona coraz bardziej skomplikowana, to mam takie przeświadczenie, że metody dotychczas stosowane, które bardzo często opierają się na przemocy, na sile, na hierarchii, zawiodły. One są związane często z patriarchalnym modelem świata. Ну и Палестина это как такой пример, символ, страна, символ того, что те механизмы, которые у нас были раньше, которые мы все знаем, режима, диктатуры, иерархии, они уже nie работают i nieaktualne. I dlatego przyglądałam się temu, co jest ważne dla wielu palestyńskich artystów, czyli rzeczom, które związane są z codziennością i z kulturowo związane z domeną kobiecą, takim jak troska, gościnność, różne rytuały domowe, jak gotowanie, śpiewanie dzieciom, jak archetypy. To jest jakby coś, co staram się w tej wystawie pokazać. Поэтому я присматривалась к палестинским художникам, которые стараются рассказывать в своих работах разными способами про силу матерей, про опеку матерей, про процесс заботе. И это то, что я хотела показать тут на выставке. I teraz już mogę Was zaprosić
żyjcie samodzielnie i jakby doświadczajcie. И вас приглашаю, смотрите. Вот. А яка jest Twoja praca najważniejsza? Moja najbardziej ulubiona, to zależy na jakim poziomie, odczuwania że produkty z są kołysanki, mirne słoiki, kiszonki, opowiadania, kobiece historie i Mohamada rośliny. Tak? To są bardzo niejedne, które są pracowałam już szkół i tam są a na poziomie intelektualnym bardzo lubię Tom Sala, bo on odnosi do czegoś takiego związanego z papierkiem, z ziemią. Oczywiście może nie jest takie natychmiastowe, tak? Nie przyniesie nam rozwiązania od razu, ale pozwala nam spojrzeć i zobaczyć, że było kiedyś inaczej, tak? Że Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie koło siebie żyli, wiesz, że jakby, no nie wiem, że człowiek nie musi być tylko po prostu, wiesz, wrogiem człowieka. A jaką motywację jeszcze dla tych ludzi, którzy nie są związani ze sobą? Або, смотри, сколько груши. Грушу. Сахарина.
Здесь можно.
It's not Polish phone. Is it a new phone? Yes.